А якутские студенты этим летом присоединились к всероссийскому поисковому движению в военно-патриотическом лагере имени Героя Советского Союза Федора Охлопкова, который находится в Ржевском районе Тверской области. Стартовала дальневосточная смена. Волонтеров ждет увлекательное погружение в историю Великой Отечественной войны, причем именно в тех местах, где шли ожесточенные бои. И отступает. Это масштабная реконструкция сражений лета 1942 года под Ржевом. Во времена Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои. Потери советской армии исчисляются миллионом человек. Среди них были и сотни якутян. Традиционно каждое лето здесь открывается вахта памяти и приступают к работе волонтеры-поисковики. Их задача – поиск останков незахороненных бойцов и артефактов войны. Вопрос памяти, он определяет будущее. До тех пор, пока мы помним, мы живем. И с точки зрения поисковикового движения, это самое главное из небытия восстановления не только истинной истории, как проходили события, а самое главное те, кто ушли в без вести пропавшими, попытаться сделать все возможное, чтобы восстановить их имена. Второй сезон здесь работает поисковый лагерь имени Героя Советского Союза Федора Охлопкова. Свой боевой путь он начал именно под Ржевом. И символично, что в этом году была организована специальная дальневосточная смена. Сюда приехали 48 студентов из самого большого федерального округа страны, в том числе и из Якутии. У меня участвовали родственники в битвах под Ржевом. Из-за этого у меня появился интерес после того, как нам рассказали о том, что будет создаваться данный проект. В нашем вузе в Амурской области, это Амурский государственный университет, нам объявили сбор участников, и я изъявила желание попасть сюда. 2 недели ребята проведут в палаточном городке, где их ждет полевая кухня, песни у костра, лекции по истории и возможность принять участие в поисках останков героев прошлого. Война не закончена до тех пор, пока не похоронен ее последний солдат. У нас еще очень-очень много солдат не похоронено. И неизвестны их судьбы. Это очень важно, чтобы мы этот долг перед теми, кто сложил головы ради сегодняшнего нашего счастливого, настоящего, надежного будущего, нашей свободы, мы должны это сделать. Всего за летнюю смену в лагере имени Охлопкова сможет побывать около 300 молодых поисковиков. Все их находки тщательно вносятся в каталог и позже станут частью большой экспозиции музея, который должен появиться здесь в ближайшие годы. Максим Кардозу, Анастасия Литвиненко, Виктор Олесов, Тверская область.